На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Кластеры нам помогут. Без наличия этих плотных производственных связей невозможно эти планы было бы реализовать. Как хотят модернизировать экономику, узнал Дмитрий Аринин. Почему нет улыбок? Сядь на него, он взад поедет. Чем недовольны жители дома 49 по улице Революционная после капитального ремонта, узнавала Алия Хайрудинова. Красивые снаружи, но качественные ли внутри? Будет исследоваться на показатели нитратов, на соль тяжелых металлов. Только в этом году Роспотребнадзор Татарстана уничтожил 12 тонн овощей и фруктов. Что показал очередной рейд, знает Сергей Хайдаров. Белохвостые орланы под наблюдением. Как будут спасать птиц из Красной книги Республики, узнал Салават Мухаммадулян. Они давно живут за границей, но в глубине души остаются россиянами. Сегодня в Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. Среди делегатов много татар. Все они говорят о сохранении родного языка, возможности переезда в Россию, поддержке связи. Опыт Татарстана в объединении соплеменников оказался востребован не только на федеральном, но и международном уровнях. Об этом Дина Газалиева. Это наша мягкая сила. Именно так говорят о соотечественниках за рубежом в России. Люди, чья душа и родной язык русский или татарский, всегда переживают за свою родину. Сегодня на конгрессе соотечественников в Москве десятки гостей из-за рубежа. И, как выяснилось, среди них практически нет тех, кто не знает, что такое сабантуй. Альфия, Венера, Джей и другие наши соотечественницы, татары из-за рубежа. Палитра стран самая разнообразная, начиная с СНГ, заканчивая Австралией. Конгресс соотечественников собирается в столице раз в 3 года. И это отличный повод, чтобы поговорить о наболевшем и поделиться новостями. Альянс Татар Европы является самой крупной международной организацией соотечественников. А Венера Вагизова сразу выбрала для встречи национальный наряд, чтобы, как говорит, не затеряться. И всем было понятно, перед вами татарка. Как вас воспринимают здесь вот в таком наряде национальном? Нормально, уже привыкли, не первый раз. О том, как поддержать соотечественников за рубежом, как сделать все, чтобы уцелели родные языки и традиции, говорили все спикеры панельной сессии. Опытом Татарстана поделился спикер Госсовета Фарид Мухамедшин. Слышали, что такое сабантуй? О том, что взаимодействие с татарскими диаспорами за рубежом – это государственная политика республики, Фарид Мухамедшин говорит уже на полном серьезе. Госпрограмма оказания содействия добровольному переселению в Республику Татарстан была принята. В текущем году согласовано участие 334 кандидатов. Въезд в республику, а также планируется 588 членов их семей. Действующие в республике практики по работе с соплеменниками. Сегодня их спикер Госсовета Республики подробно озвучил, а позже ответил на вопросы коллег и журналистов. В частности, о том, какой опыт Татарстану интересен со стороны. Как оказалось, работа Московского дома русского зарубежья имени Александра Солженицына сейчас изучается татарстанскими специалистами. И еще в планах открыть в республике музей татарской эмиграции. Дина Газалиева, Павел Тюкавкин, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Воплотить национальные проекты из майских указов Владимира Путина помогут кластеры. Об этом сегодня говорили в Казани на научно-практической конференции. Обсуждают, как объединить науку и производство, какие кластерные специализации предлагают освоить республике, узнал Дмитрий Аринин. Здесь надо с кем-то советоваться. Куда надо ехать советоваться? По традиции сначала едут в Республику Татарстан. На Совет Татарстана российских экономистов собрал новые поручения Владимира Путина – национальные проекты. Их 12. По ним лучше должны стать демография, производительность труда, малый и средний бизнес, наука и другие сферы. Прорывных свершений ждут от концентрации усилий, то есть создания кластеров. В национальных проектах большая роль отводится в регионах по реализации национальных проектов. Есть инструмент, который довольно хорошо был запущен Министерством экономического развития в свое время. Это институт кластеров. Суть кластера в том, чтобы скооперировать на одной территории смежные производства, науку, инфраструктуру. Как отмечают экономисты, при таком объединении различные отрасли развиваются намного лучше. В решении задач импортозамещения без наличия этих плотных производственных связей невозможно эти планы было бы реализовать. Но перед нами действительно стоит сейчас в связи с майским указом президента новые задачи, которые связаны с ориентацией на экспорт. В Татарстане пример такой кооперации – это Иннокам.
Он объединил более 300 компаний из Челнов и 5 соседних районов. Вместе выпустили продукции на 700 миллиардов рублей. Камский кластер «Иннокам», промышленные кластеры в сфере машиностроения, IT, полимерных изделий и другие сегодня стали драйверами роста нашей республики. Безусловно, со стороны правительства республики этой работе будет и в дальнейшем уделяться особое внимание, так как вопросы развития кластерной кооперации являются залогом устойчивого развития не только отдельно взятых предприятий и отраслей, но и регионов и страны в целом. В Татарстане есть условия для успешной работы нефтяного кластера в Альметьевске, IT в Казани и Иннополисе. Также предлагают создать спортивный кластер по выпуску спортинвентаря и кластер креативных индустрий. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. От особенности до специальности в Казани наградили победителей Обилимпикс регионального этапа чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью. В Татарстане он проводится во второй раз подряд, и самые профессиональные попадают во всероссийский этап. За право быть лучшим маляром, веб-дизайнером или бариста боролись более 300 человек. Рамиль Шайдуллин подробнее. Секунды, в которые аплодисменты настолько громкие, что можно расслышать буквально каждый. Хотя обычно выручает только слуховой аппарат. Мария Петрова – инвалид по слуху. Месяцами она шла к тому, чтобы быть лучшей. И вот ее золото в компетенции малярное дело. Я очень счастливая. Я очень еще раз хочу продолжить это все. И буду продолжать. Мария и сотни других ребят – участники Обилимпикса. Второй год этот чемпионат проходит в Казани. В этот раз его разбили на 4 площадки. Одна из них – Казанский строительный колледж. Еще сегодня днем будущие профессионалы здесь складывали кирпич, обшивали и красили. Это эмблема конкурса. Нам дали чертеж, 3 часа сделал и укладывал полчаса. Но были и другие. В чемпионате этого года 25 компетенций против 7 в прошлом. Это и кондитерское дело, и конструирование сайтов, и фотоискусство. Кстати, вот примеры этих работ, то есть те специальности, спрос на которые можно привычно видеть на сайте поиска работ. По словам организаторов, после победы в этом чемпионате у них есть неплохой шанс на них устроиться. Динамика очень высокая. И мы ведь говорим не только о том, что эти ребята могут быть трудоустроены, эти ребята могут быть самозаняты, эти ребята могут открывать свои бизнесы. Важность – это, конечно же, и социальная адаптация, во-первых, наших ребят с ограниченными возможностями здоровья, хотя в чем-то Всевышний ограничил, а в чем-то он, наоборот, им дал дополнительные навыки. Все эксперты чемпионата – потенциальные работодатели, поэтому ребят они погружали в условия реального труда. Творческим специальностям, задания на креатив, технарям на логику. Задание было придумать презентацию, рекламу, то есть представить товар. Нам давалось 4 часа с перерывом, то есть 2 часа в начале и 2 часа потом. Мне кажется, это довольно мало было, с учетом того, что сколько было объема задания. Из 2 с лишним сотен участников победителей чуть больше 30. Они и отправятся в Москву на всероссийский этап чемпионата. Рамиль Шайдуллин, Юлия Муратова, Александр Лобанов и Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Сегодня в Салават-Купере сдали один из самых больших домов. Здесь теперь будут жить 340 семей. Это ветераны Великой Отечественной, бюджетники и дети-сироты. Для них квартиры с чистовой отделкой. Во всем доме пожарная сигнализация, оборудованная парковка, детская и спортивные площадки. Счетчики автоматически передают данные в управляющую компанию. Те, кто сегодня получил ключи от новых квартир, радости не скрывали. Эту квартиру я получила по программе обеспечения детей, оставшихся без попечения родителей. Ждали мы ее очень долго, 8 лет. Наконец-то получили. Очень рады. Будем жить здесь втроем. И плюс еще наши котики. Очень счастлив, конечно. Это наша первая квартира. И здесь в Лаберса в ближайшее время с семьей планирую уже переехать, сделать кое-какой для себя ремонт и жить в теплоте, уюте. Это уже 22-й готовый дом из 94 до конца года. Госжилфонд сдаст Салават-Купере еще 6. В целом, за 2018 год квартиры по социальной ипотеке получили 2540 семей. Долгих лет вам жизни в этом доме, в этих квартирах. Спокойной. Посмотрите, какой шикарный двор они тут вам сделали для ваших детей, для вас самих. Спортивные площадки шикарные, хоккейные коробки. Это высокотехнологичный инженерный дом, 18-этажный, который полностью соответствует всем действующим стандартам.
Лучше бы этого ремонта не было. Так говорят жители 49-го дома по улице Революционная в Юдино. Теперь у них один вопрос: куда ушли наши деньги? После завершения работ в квартирах холодно, в подъездах грязно. Подрядчики же уверяют, работы по смете выполнены на все 100. Алия Хайруддинова приехала поздравить жильцов, но оказалась в центре разбора полетов. Вот, топимся. Печка вот у меня электрическая. Этому дому 45 лет. Капитальный ремонт впервые, однако вместо радости в глазах жителей недоумение. Тепла в квартирах нет, в подъездах следы былого ремонта, сантехнику покупали сами. С установкой, правда, помогли, только вот качество, говорят, оставляет желать лучшего. Унитаз 3 раза вызывала. Поставит он у меня вот так шатается, как на лодочке. У нас тепло вообще плохо подается. Все трубы такие, как будто парное молоко. Ну, а внизу вообще холодные? А сверху вот так парное молоко, а в нижней части вообще холодные. Унитазы все покупали, все на свои деньги. Вот. Сказали, что капитальный ремонт будут устанавливать все и устанавливать за свой счет все. Но больше всего их беспокоит отсутствие тепла. В квартирах ходят в куртках и теплых носках. Ремонт здесь проводил подрядчик компания РСК. Сегодня ее руководитель от интервью отказался, но в личной беседе признался, все недоработки исправит. Представители же управляющей компании уверяют, все проблемы от незнания. В ближайшее время проведут ликбез. По обращению жителей раз было, сюда направится подрядная организация, которая обслуживает. Она проверит, даст рекомендации, что необходимо сделать, чтобы у них батареи были горячие. Все работы после капитального ремонта на гарантии. В течение 5 лет жители многоквартирного дома смогут обратиться в управляющую компанию. Пока же для них главное пережить осенние дожди и зиму. Именно они и выявят главные минусы. 49-й дом – единственный у Заречья, что попал в программу капремонта. Однако, как говорят жители, такой ремонт им не нужен. В планах на следующий год еще 2 дома. Научатся ли на ошибках? Алия Хайруддинова, Алмаз Зиеддинов, ТНВ, Казань. Я напомню, что у нашей информационной службы есть WhatsApp 8 987 420 0101. Номер круглосуточный. Пишите ваши новости, присылайте фото, прикрепляйте видео. Этот номер сейчас есть и на нашем сайте tnv.ru. Вы его сразу увидите в правом верхнем углу. Мы ежедневно получаем десятки сообщений. Спасибо за пожелание удачного дня. А ваши проблемные сообщения мы обязательно возьмем в разработку. Нет, не беру. 12 тонн овощей и фруктов в этом году с рынка в Казани изъял Роспотребнадзор. Какие-то продукты не соответствовали санитарным нормам, в других было превышено содержание нитратов. Сегодня сотрудники ведомства снова в рейде. В центре внимания Агропромпарк Казани. Почему нельзя судить о продуктах по внешнему виду? Теперь знает Сергей Хайдаров. Наши продукты. Давайте взвесим, посмотрим, чтобы вес у нас был не меньше килограмма. Если бы не форма, сотрудники Роспотребнадзора сошли бы за обычных покупателей. В тележку набирают по килограмму продуктов. Гульфират Ухватуллина эти овощи выращивает не сама, но в качестве уверенно. Говорит, главное подобрать хорошего поставщика. Прежде чем что-то брать, мы должны сначала проверяем, пробуем на качество, на вкус. На экспертизу попадает то, что популярно осенью. Морковь, свекла, картофель, капуста. Все они могут содержать нитраты. В овощи и фрукты они попадают через удобрение. Если нитрат для человека не опасен, то вот нитрит, который он выделяет, может привести к серьезным последствиям. Наступает ткань кислородное голодание. Это может способствовать возникновению других заболеваний. Вот так продукты из прилавков выглядят здесь, в лаборатории, где они проходят тщательную проверку на содержание нитратов. И один из самых первых этапов – это прибор-гомогенизатор, который работает по принципу блендера и нужен для того, чтобы измельчить пробу. После чего анализ проводится уже на другом приборе, иономере. И он действует достаточно быстро. Скажите, через сколько будет готов результат? Результат будет готов в течение дня. В этом году только в этой лаборатории взяли больше 2000 подобных проб. 16 тонн овощей и фруктов с казанских прилавков отправили на утилизацию. Роспотребнадзор советует сомнительные точки продаж обходить стороной. Следует обращать внимание обязательно на внешний вид продукции, целостность упаковки, наличие полной и достоверной информации о реализуемом товаре. Рядовые покупатели все оценивают на глаз. Доверяют ли содержимому прилавков, мы решили узнать у них. Продавца спрашиваю, конечно, да верю уж на слово. Местно выращенные продукты, они, конечно, сюда быстрее довозятся, и, естественно, они более качественные, наверное. Ну, иногда могу и попробовать. Разрешают продавцы? Виноград, да. Вот сейчас попробовала. Вкусный, качественный. Хороший. С торговыми точками, попавшими в черный список Роспотребнадзора, может ознакомиться любой. Все на сайте ведомства. Сергей Хайдаров, Равзель Гарипов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее.
не детские проблемы. Ребенок начал звонить ко мне, плакал, просил, умолял меня, чтобы я забрал. О дне правовой помощи в Челнах в материале Зарины Ахметовой. Белохвостые орланы под наблюдением. Как будут спасать птиц из Красной книги республики, узнал Салават Мухаммадулян. Пойманные в Татарстане игиловцы будут за решеткой как минимум до конца года. Сегодня суд Челнов постановил взять под стражу 7 из 18 задержанных участников запрещенной в России организации. 3 избрана мера пресечения на 2 месяца, еще 4 на месяц и 20 дней. На остальных материалы в суд пока не поступали. Напомним, совместную спецоперацию накануне провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Как выяснили правоохранители, татарстанская ячейка готовила несколько террористических актов в России и планировала пополнить ряды боевиков в Сирии. Что делать, если ребенок оказался в другой семье? Как быть бабушке, которой не разрешают видеться с внуком? С такими недетскими вопросами челнинцы обратились к специалистам. Сегодня в Автограде прошел день правовой помощи. Его провела уполномоченная по правам ребенка Гузель Удачина. Горькие истории выслушала и Зарина Ахметова. Он отстранен от опекунских обязанностей, ребенок передан в замещающую семью. В прошлом году у Рустама Сафина умерла жена, а теперь лишился и 7-летней дочери. Девочка для него была не родной, но говорит, как родная. Мужчина хочет воспитывать ее сам, но сейчас ребенка передали в другую семью. Нам сказали, что это гостевая семья. Ребенок начал звонить ко мне, плакал. Просил, умолял меня, чтобы я забрал ребенка. То есть, в принципе, документально я не могу забрать ребенка, ничего не могу сделать. Свой вопрос Рустам Сафин сегодня озвучил специалистам. Возможность вернуть девочку у него есть. Для этого нужно пройти школу приемных родителей и оформить все документы. Приходите с заявлением официально в опеку, хочу стать приемным родителем, вам выдают список документов, вы все оформляете. Здесь не только родители, но и близкие родственники. Фантиля Саидгараева пришла щепетильным вопросом. Говорит, у 9-летнего внука и отчима сложные отношения. 17 октября в Итаге сбит опять снова мой внук. Это я чисто случайно увидела ребенка в школе. Сейчас в данный момент меня не пускают ни в школу, ни родители не дают мне возможность видеться с моим внуком. В настоящее время решается вопрос по постановке данной семьи на учет по Тукайскому отделу полиции, так как они там проживают. И, соответственно, я порекомендовала, сейчас поработаем инспекцией по делам несовершеннолетних, чтобы ребенка поместили в приют. На помощь в решении детских вопросов 20 специалистов. Это представители разных ведомств. Цель нашего мероприятия – это дать людям возможность получить бесплатную правовую помощь по интересующим вопросам. Но иногда мы сталкиваемся с тем, что люди к нам приходят и с жалобами. Впервые день правовой помощи детям не в Казани. Уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина принимает сегодня в Челнах. С вопросами к ней и другим специалистам обратилось более 50 человек. Проблемы различны. И у многих появилась надежда на то, что их получится решить. Зарина Ахметова, Андрей Сентальцев, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны, Казань. На старт, внимание, сегодня в Казани на плавательную дорожку вышли бабушки и дедушки. В столице прошли соревнования по плаванию среди пенсионеров. 150 спортсменов, любителей из 40 районов республики и 7 районов Казани определяли, кто из них лучше плавает. Задача у спортсменов простая. Нужно добраться до финиша быстрее остальных. Женщины приплывают расстояние в 25 метров, мужчины в 50. Его можно преодолеть вольным стилем. Самое главное, не сделать ошибку на старте. По результатам первое место у апастовцев, второе у команды Московского района Казани и третье у Альметьевска. Его называют Бугульминским Анискиным. Простой, опытный и справедливый. Это все про майора полиции Дмитрия Гайнанова. Он одержал победу во 2-м региональном туре всероссийского конкурса «Народный участковый» и теперь собирается в Москву на финал. Завтра начинается интернет-голосование за кандидатов. Надо поддержать. Каждое утро мой рабочий день начинается с так называемой пробежки. Итак, 15 лет. Дмитрий Гайнанов увлекается спортом еще со школы. Сейчас для этого времени все меньше, признается майор полиции. Но держать себя в форме обязывает служба. Он как психолог, да, и большинство жителей приходит к нему как к психологу. Жалуются на малейшие даже проблемы. Здравствуйте. Наш Анискин, говорят про Дмитрия местные жители. Отзывчивый и грамотный. Работать в полиции он мечтал с детства.
На службе уже 10 лет, а 4 года назад Дмитрию предложили переехать в родное село. Представили новый дом и пункт участкового. Я родился в селе, вырос. Как говорится, мне работа с землей привлекала всегда. А население сельское, оно намного, как говорится, дружнее живет, чем в городе. Поэтому живем одной большой семьей. В его видении 3 села – это больше 3000 человек. Бывает всякое, рассказывает участковый Дмитрий. В этом году он смог раскрыть 11 преступлений из 13. Справедливый. Самое главное, это, наверное, для участкового. И за основу его качества, это, наверное, всем расскажет советский фильм про Анискина. Вот это наш Анискин, которого мы все любим, с любыми вопросами к нему. Случится что-нибудь в поле, и то звонит, что вот так, мол, такое случилось, мол, просим. И не говорит, что это не мое дело. Идет и решает, и помогает. О победе в конкурсе «Народный участковый» он и не мечтал. За него проголосовало свыше 10 000 человек. Теперь Дмитрий Гайнанов представит Татарстан на всероссийских соревнованиях. И здесь понадобится помощь сельчан. Голосование начнется 1 ноября. Вся информация на сайте МВД. В родном селе за своего Анискина уже держат кулаки. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Птичий рынок Казани прекратит существование. Как говорят продавцы, уже завтра живой уголок столицы закроют. Для большинства, кто сюда приходил, это было не только место работы. Для некоторых заканчивается целая эпоха. Рамиль Шайдуллин прошелся по живым рядам и пообщался с любителями своего дела. В 10 утра, как по расписанию, он снова в любимой голубятне. И так уже не год, и не 2, и даже не десятилетие. Почти 40 лет Виктор Данилов поднимается к своим голубям. Он лично построил им дом и всех птиц развел сам. Здесь и заморские голуби, и совсем местные. В Татарстане было 2 породы, выведены за всю историю Республики Татарстан. Казанские панцирные и казанский трясун. Но, к сожалению, порода трясуна пропала, а казанские панцирные вот сохраняю. Здесь каждое воскресенье он и десятки других голубеводов советовались, начинали готовиться к выставкам и просто приходили увидеться. На этих кадрах легендарный птичий рынок в соцгороде, с которого в прошлые выходные их попросили уйти. Последнее воскресенье то. Следующее воскресенье, а потом уже просят? Все, просят, да. Рынок якобы будет закрыт. Голубеводам, продавцам собак, рыб, кроликов и гусей не привыкать к таким ультиматумам. Старожилы вспоминают, их не раз перекидывали с места на место. Был у нас и на Суконном ряде был рынок, на Колхозном был, на Воровского был. Потом уже с 75-х годов этот рынок перевели сюда. Это рынок 75-го года. Вот и теперь обещают сами себе. Все равно без птичьего рынка город не останется. Пока же временно приходится готовиться уже в одиночку. На носу голубеводов соревнования в Уфе, Пензе и на татарской выставке в республике. День и ночь дома и на голубятне. Голубь для меня это кислород, вода, голубое небо, солнце и зеленая трава. Уже 75 лет самый известный голубевод Казани бок о бок с птицами, но с закрытием рынка впервые за многие годы он в раздумьях, где встречаться с единомышленниками. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями змея. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Кто в Харьков, кто в Тольятти, кто в Пензе, а кто-то остался дома. Так из Татарстана разлетелись на зимовку орланы-белохвосты. Впервые в республике за этими птицами идет онлайн-наблюдение по GPS-трекерам. Объектом изучения стали птенцы, которые появились на свет под камерами. Как рождаются и живут орланы, увидел Салават Мухаммадуллин. Так на свет появляются орланы-белохвостые. Эти птенцы, можно сказать, защитники Отечества. Их взрослые особи отложили 23 февраля. Вылупились они спустя 1,5 месяца. За подготовкой к их рождению и взрослением несколько месяцев наблюдали сотрудники Волжско-Камского заповедника. В итоге получилось эдакое реалити-шоу «Орлан-белохвост». 7 видов рыб они приносили в гнездо. Самые обычные это лещ, карась, густера. Когда мечет икру щука, достается им на обед щука. Бывает сазан. Внешние факторы, неопытность, отсутствие сил. Именно из-за этого большинство птиц погибает в первый же год своей жизни. И в этой ситуации на помощь к ним может прийти, возможно, только человек.
Кажется, этот уже далеко не птенец, немного испуган. Орланы, которые родились под камерами, до сих пор под наблюдением орнитологов. Данные исследователи получают по GPS-трекерам. Так, на зимовку один орлан улетел в Харьков, другой пока в Тольятти, 2 возле Пензы, а один недалеко от дома в Лаишевском районе. Тот маршрут, по которому они летят, он для нас очень интересен тем, что есть места, где они задерживаются, и в этих местах, возможно, в будущем организация особо охраняемых территорий, чтобы птицы свободно могли себя чувствовать в безопасности. Таким местом могут выбрать и Татарстан. Все зависит от белохвостых, которые должны вернуться к нам уже после Нового года. Салават Ухмадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Далее о погоде, после чего вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112», а я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиатов. КХЛ запустила официальный сайт недели звезд хоккея 2019 в Татарстане. Впервые в истории лиги мероприятие пройдет сразу в 3 городах – Нижнекамске, Альметьевске и Казани. Тем временем игроки Акбарса продолжают получать приглашения в свои национальные сборные. Первым путевку получил шведский нападающий Антон Ландер. Новичок нашей команды Андрей Педан выступит в составе сборной России впервые. Ранее защитник играл в молодежной и юниорской сборной страны. А лучший бомбардир Акбарса Ержи Секач традиционно выступит за сборную Чехии. Турнир Кубок Карела пройдет с 8 по 11 ноября в Хельсинки. Татарстанский триумф международного масштаба. В Казани завершился чемпионат мира по борьбе на поясах. В каждой весовой категории на пьедестале почета представители нашей республики. Однако не всем борцам в составе сборной России удалось добраться до финала. Чемпионат мира в Казани уже 16-й по счету. За долгие годы определились свои фавориты. Помимо России, это борцы из Туркменистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Правила соревнований также без кардинальных изменений. По итогам чемпионата мира сборная России стала абсолютным победителем турнира. Половина призеров и чемпионов – воспитанники Татарстанской школы борьбы на поясах и кряж. Новшеств нет. Чем больше новшеств, тем больше путаницы. Мы работаем, как было утверждено 7 лет назад, правила были утверждены, и мы стараемся на этих соревнованиях придерживаться этих правил. Никаких изменений мы не делаем. Все работаем по старой системе. Она надежная система, хорошая система, сбоев не дает. В Альметьевске состоялся чемпионат Республики Татарстан по шахматам среди команд сельских районов по программе 15-й сельской спартакиады Сәләмәтлек Республики. В соревнованиях приняли участие команды 21 сельского района Татарстана. Всего участвовало около 100 человек. Первое место среди женщин заняла Рената Сулейманова из Сармановского района. В личном зачете среди мужчин первое место завоевал Александр Васильев из Кукмара. В командном зачете золото досталось Кукмарскому району, серебро Актанышскому, бронза Сармановскому. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Встречаем последний и самый суровый месяц осени. Каким будет его первый день, узнаем после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачно. Если ночные температуры минусовые, то днем плюс 1 градус. Тут без осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также без осадков и до 2 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность. Осадки не ожидаются. Синоптики обещают 2 градуса тепла. Для северо-запада 1 ноября будет облачным, без осадков до плюс 1. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном солнечно и сухо, плюс 3. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и 3 градуса тепла. К пятнице местами также пройдут осадки. Температуры станут еще выше. Спонсор прогноза погоды ООО СМУ номер 12. Торопитесь приобрести однушки и двушки по выгодной цене. ЖК Приволжский – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81.
Хотите встречать рассвет из окон своей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам жилой комплекс «Приволжский». Успейте приобрести квартиру с индивидуальным отоплением в кирпичном доме. Звоните 561 08 81. В Казани ожидается переменная облачность, дневные температуры +1, +3. Ветер юго-западный умеренный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, 772 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 58%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.